Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке Родиноведения. Тема урока – человек, часть природы. Сегодня на уроке познакомитесь со строением скелета человека, узнаете об органах дыхания, вспомните о влиянии загрязнения воздуха на органы дыхания. Девиз урока: если человек зависит от природы, то и она от него зависит. Она его сделала, он ее переделывает. Ребята, а что это за шар? Это наша планета, которая представляет собой огромный шар. Земля, земной шар, наш общий природный дом. То место, где обитает растение, животное, сам человек. Человек – часть живой природы. Он, как и все живые организмы, дышит, питается, растет, размножается, умирает. Человеческое тело состоит из отдельных органов. Каждый орган выполняет свою работу. Например, глаза помогают увидеть окружающий мир, уши – слышать звуки, нос – чувствовать запахи, а желудок и кишечник перерабатывают пищу. Самая важная часть тела – голова. Всеми нашими поступками руководит мозг. Знать свой организм необходимо для того, чтобы сохранять и укреплять свое здоровье. Если потрогать свое тело, можно обнаружить кости. Каждая кость имеет определенное строение и название. Одни кости крупные, другие мелкие. Кости составляют скелет человека. Скелет держит твое тело и придает ему размер и форму. Работая вместе, мышцы и кости делают твое тело подвижным. Скелет. Слово произошло от греческого слова «скелетос» – «высохший». Скелет является опорой и защитой тела. Защищает и поддерживает внутренние органы. Скелет служит опорой для мышц. Соединение костей в скелете подразделяется на 3 типа: неподвижное, полуподвижное, подвижное. Неподвижное соединение представлено костями черепа. Полуподвижное соединение представлено соединением позвонков или ребер с грудиной. Оно происходит с помощью хрящей и связок. Подвижно соединяются кости рук и ног. Отделы скелета человека. В скелете условно можно выделить следующие составляющие: череп, позвоночник, грудную клетку, верхние конечности, нижние конечности. Скелет головы, череп, имеет полость, в которой располагается головной мозг. Кроме того, имеются полости рта, носа и вместилища для органов зрения и слуха. Обычно выделяют мозговой и лицевой отделы черепа. У человека преобладает мозговой отдел. Все кости черепа, за исключением нижней челюсти, соединены швами. Строение костей черепа. Череп состоит из 11 костей: лобная кость, теменная кость, затылочная кость, височная кость, клиновидная кость, решетчатая кость, скуловая кость
нижняя челюсть, верхняя челюсть, слезная кость, носовая кость. Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки. Позвоночник состоит из 33-34 позвонков и 5 отделов. Первого – шейного, состоящего из 7 позвонков. Второго – грудного, состоящего из 12 позвонков. Третьего – поясничного, состоящего из 5 позвонков. Четвертого – крестцового, состоящего из 5 позвонков. И пятого – копчикового, состоящего из 4-5 позвонков. Изгибы позвоночника. Основное назначение изгибов – ослабление, сотрясение головы и туловища при ходьбе, беге, прыжках. Встречается искривление позвоночника в сторону – сколиоз. Часто сколиоз является следствием болезненных изменений в организме. Позвонки соединены между собой посредством хрящей, суставов и связок. Позвоночник способен сгибаться и разгибаться, наклоняться в сторону и скручиваться. Наиболее подвижны поясничный и шейный отделы позвоночника. Грудная клетка. Грудная клетка образована грудными позвонками, 12 парами ребер и грудной костью, грудиной. Скелет верхних конечностей. Скелет верхних конечностей состоит из плечевого пояса и скелета свободных верхних конечностей. Верхние конечности. Верхняя конечность, руки, слагается из плечевой кости, костей предплечья и костей кисти, кости запястья, пястья и фаланги пальцев. Скелет нижних конечностей состоит из тазового пояса и скелета самой конечности. Нижние конечности. Нижние конечности состоят из бедренной кости, костей голени, большеберцовая и малоберцовая костей стопы. Большеберцовая кость располагается на голени с внутренней стороны и значительно толще малоберцовой. Кости, мышцы и суставы образуют опорно-двигательную систему человека. Для того, чтобы кости двигались, должны работать мышцы. Мышцы упругие и эластичные. Сокращаясь и расслабляясь, они приводят тело в движение. У детей скелет только формируется. Этот процесс продолжается до 18-25 лет. Вы растете, потому что растут ваши кости и мышцы. Важно помочь им в этом. Чтобы быть красивыми, сильными и выносливыми, тренируйте свои мышцы. Следите за своей осанкой. Питание должно включать в себя продукты, богатые белками, витаминами, кальцием, строительным материалом для костей. Кальций содержится в твороге, молоке. Полезны также овощи и фрукты. Будьте осторожны, в вашем возрасте кости еще хрупкие. Пока они не окрепли, не поднимайте тяжестей. Не допускайте переломов костей и вывихов суставов. Берегите свое здоровье. Чего человек не устает делать всю жизнь? Правильно, дышать. Дыхание – один из признаков живой природы.
Как только ребенок рождается, он приветствует мир громким криком. Может, он здоровается, как умеет? Этот крик имеет и другое важное значение. С первым криком расправляются легкие, и он начинает дышать. Поэтому все окружающие с нетерпением ждут этого первого крика. Легкие – главный орган дыхания. Правое легкое немного короче и шире левого. Левое вытянулось, потому что часть пространства уступила сердцу. Каждый миг 1/4 часть всей крови находится в легких. Каждую секунду 2 миллиарда клеток крови проходят через воздушные мешки легких. Как человек дышит? При вдохе легкие расширяются и наполняются воздухом. При выдохе объем легких уменьшается, и из них выходит воздух. Взрослый человек делает 15-17 вдохов и выдохов в минуту. Как же путешествует воздух по нашему организму? Носовая полость. Нос задерживает крупные частички и пылинки, согревает воздух, увлажняет воздух. Трахея – дыхательная трубка из 16-20 хрящевых полуколец. Расположена на уровне 6-7 шейного позвонка. Длина 9-11 см. Делится на 2 бронха, ведущих к правому и левому легкому. Бронхи. Бронхи транспортируют кислород из трахеи в легкие. Легкие снабжают кровь кислородом. В организме нет запаса кислорода, поэтому он должен непрерывно меняться. Без еды мы можем обходиться несколько недель, без воды несколько дней, а без дыхания мы погибнем через несколько минут. Выводы. При вдохе в легкие поступает воздух, богатый кислородом. В выдыхаемом воздухе много углекислого газа и водяных паров. Кислород из легких обеспечивает питанию и работу всего организма. Всем живым существам на планете необходимы чистая вода, земля, воздух. Заводы и фабрики выбрасывают в воздух вредные вещества, которые отравляют все вокруг. Идут загрязненные кислотные дожди. Люди, животные и растения очень страдают от этого. Нужно с детства любить природу, изучать ее, правильно с ней обращаться. Что необходимо, чтобы сберечь нашу планету? Не загрязнять воздух, не сбрасывать вредные отходы в реки, моря, водоемы, не вырубать леса, не уничтожать животных, не трогать лесных животных, не разорять гнезда, быть осторожным с костром, не рвать растения, занесенные в Красную книгу. Природа должна быть чистой, тогда будет красивой. На природе мы отдыхаем, восстанавливаем силы, укрепляем здоровье, дышим чистым воздухом. Ребята, а почему в лесу дышится легче? В лесу воздух чище. Растения поглощают углекислый газ и вредные вещества из воздуха, а выделяют кислород. А какие правила поведения в лесу знаете вы?
Подведем итог урока. Из каких частей состоит скелет человека? Для чего человеку нужны мышцы? Как путешествует воздух по вашему телу? Для чего надо беречь природу? Вспомните и запишите правила поведения на природе. Наш урок подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.